Молоко наше убежало. Ты будешь пробовать? Нет, да. А? Приближается один из самых долгожданных праздников – Новый год. Здравствуйте! В предновогоднем выпуске рубрики «Музей рецептов» мы сегодня покажем приготовление одного из почти забытых блюд, а именно юрюме. Вы, наверное, помните, что осенью, еще в месяце сентябре, мы ездили в Яланку специально для того, чтобы выдоить якутскую корову. Я впервые сижу и даю корову якутской породы. Так вот, мы сохранили для этого случая это выдаенное молоко, и сегодня будем готовить из него вот это самое блюдо юрюме. Наливаем в сковороду молоко, нальем большую половину сковороды. Мы должны получить 5 слоев пены молока, и у нас в итоге получится как бы блинный пирог. Между слоями мы будем растапливать сливочное масло, и поверх мы положим бруснички. И получится у нас такое праздничное блюдо. Прошло совсем немного времени, и как вы видите, пенка молока появляется, поскольку наше молоко очень-очень жирное, так как оно молоко якутской коровы, оно известно своей большей жирностью. Уже мы видим большое отличие, как солнышко, весь этот жир вышел наружу, и пена тоже, наверное, будет густой, такой вот слой хороший получится, наверное, мы так думаем. И если рассказать о том, когда же стали праздновать Новый год в Якутии, то оно начинается с распространения христианской веры, то есть середины XIX века. Когда перевели богослужебные книги на якутский язык, когда стали проводить церковную службу на якутском языке, христианские догматы стали распространяться, внедряться в повседневную жизнь. И вот в ночь на 31 декабря, на 1 января стали отмечать Васильев день, Багалаеп Таңарата. И, готовясь к этому празднику, застилали полы юрты, готовили праздничные оладьи. Первыми, конечно же, стали все эти традиции соблюдать жители города Якутска. В провинции все это было внедрено намного позже. И потом стали праздновать Рождество и дальше крещение. Молоко вскипело. Как вы видите, снимаем с огня нашу сковороду, ставим на подставку, и оно должно охладиться, очень хорошо охладиться, беременно 3 часа в идеале. Тогда слой у нас пенки будет очень таким широким, толстым, таким, каким нам и надо. И сейчас мы возьмем другую миску. Это праздничные блюда, которые готовили только по торжественным моментам для особо знатных гостей. Готовили сначала, когда праздновали Исех. Ну и потом, когда стали отмечать Новый год, это блюдо тоже готовили. Миска молока вскипает, его мы тоже берем и ложим на подставку. И как рассказал наш Миша Пономарев, он был в Монголии и увидел там приготовление похожего блюда. Оказывается, в Монголии специально вспенивали его, беря ковшом молоко и выливали сверху. И таким образом они получали потолще слой. Вот такой вот необычный способ, оказывается, есть в Монголии. Есть еще второй способ приготовления пенки. На подогретую сковороду наливают совсем мало молока. И, конечно же, молоко в таком случае вскипает побыстрее, но пенка получается такой же.
Сейчас это блюдо практически забыто, и мы его почти не готовим. По воспоминаниям друзей, которые в советские времена, они получали посылки из разных улусов, и из Сунтарского улуса в посылке бывал такой десерт. И сейчас, вспоминая его вкус, люди закрывают глаза. До того он был вкусным, и, конечно же, съедалось оно махом. Сковорода наша подогрелась, и наливаем чуть-чуть молока, совсем немножечко. Все, Ди? Угу. Так, и вот попробуем второй способ. Посмотрим результат обеих. Третий подход вскипел, на второй сковороде молоко вскипело, мы попробовали второй способ. Как видите, оно не очень жирное, цвет совсем белый-белый. И мы подождем результат, каким он выйдет. Что касается Нового года, наши предки в декабре, январе думали, что в это время выходят сюллюкюны. И они в это время не любили ничего делать, громко даже между собой не разговаривали. И они холодными зимними долгими вечерами рассказывали друг другу сказки, легенды, предания, загадывали загадки. И с этих самых моментов до нас дошли интереснейшие сказки. Вот по мотивам этих сказок, легенд и преданий у нас родился мультимедийный проект, который носит название «Почему зима длиннее?». Вы можете его посмотреть, если придете в наш исторический парк. И эта сказка у нас стоит показывается на втором этаже в большом зале. И вы можете его увидеть до Рождества, до 7 января. Так что поторопитесь. Прошло 1,5 часа, наше молоко остыло, и теперь мы должны вытащить пенку. Перед нами предстоит ювелирная работа. Осторожно сейчас отлепим от краев нашу пенку, чтобы потом вытащить в целости и сохранности. Надеюсь, у нас это получится. Так, с обеих сторон захватываем. Ой, да, медленно. Очень хрупкая, нежная. Как видите, первый слой наш готов. Теперь то молоко, которое у нас вскипело первым, должно прокипятиться второй раз. Вновь включаем нашу плитку и оставляем на совсем слабом огне. Тем временем должны вытащить вторую нашу пенку, которая у нас в миске. Намного сложнее будет, наверное, поскольку миска чуть глубже. Также захватывая с обеих сторон, вытащим и положим. У нас такая своеобразная фигура получается в процессе. Ну да, делаем как можем. Берем третью пенку нашу, совсем тоненькую, невозможно тоненькую. О. Ну вот, мы увидели два способа и пришли к выводу, что все-таки надо влить побольше молока. Потому что, видите, какая у нас пенка. Совсем уж тонюсенькая получилась.
Ну, главное, мы попробовали, теперь знаем. Прям хочется вот ковшом ее взять и туда вылить. А иначе никак, я думаю. Ну вот, свою лепту внесла, хоть и тоненькая. Молоко первой сковороды вскипятилось по второму кругу. Видите, уже жира не так много, и мы, наверное, третий раз его кипятить не будем. Вот, снимаем с огня. Наоборот. Теперь черед второго кипячения нашего молока в миске. Второе кипячение молока в миске у нас чуть не убежало, еле успели, прибежали. Теперь ставим остудиться. И в третью сковороду мы нальем побольше молока. Молоко наше убежало. Видите, мы не успели на сей раз, но все равно мы прокипяченное в таком виде вытаскиваем и дадим остудиться. Все, наши полтора часа опять должны пройти, и мы выложим наши пенки на наш КТЯ. Вторая партия молока остыла, и теперь мы вытаскиваем наши пенки, оставшиеся 3 пенки. Ограничились 6 слоями. Сейчас украсим замороженной брусникой наш десерт праздничный. Вкусный. Конечно. А бруснику добавляли всегда? Ой, я точно не знаю. Ну, вот студенты советских времен сказали, что у них украшений не было. По посылке, которые отправляли, у них украшений не было, а мне вот бабушки рассказали, что вот иногда так делали. Ну, красиво же получается. Нам только один жир нужен, да? Нет. Также Так. помните язычки? Да, также помните, наверное, язычки мы готовили, и язычки эти тоже клали между слоями пенок. Очень нежнейшее такое блюдо получалось в результате. Настал момент пробования. Угу. Нежнейший вкус, но на мой вкус не хватает сахара, поскольку я сладкоежка, да. А так на что похоже? А так похоже на сметану, такой вот жидкой консистенции, и замороженной брусникой получилось самое то. Пока уберем, она тебе мешать будет. Блин. Маленький кусок возьми. Поменьше возьми. Вот, да, ага. Ну-ка. Вкусно. Вкусно, да? На что похоже? Просто на кашу похоже. На кашу молочную? Маму попросишь, чтобы такое приготовила? Бабушка, Приготовить наверняка, да? не знаю, приготовить или не приготовить. Дорогие друзья, на этом последний выпуск этого года рубрики «Музей рецептов» заканчивается. Мы желаем вам приготовить на новогодний стол больше блюд предков и
Желаем провести праздник в приподнятом настроении, конечно же, и ждем вас в следующем году, в 2021 году. Вас будут ждать еще более интересные рецепты. Пока-пока!